осуществлению проекта «Лица Победы» его организаторы подошли не просто ответственно, а с особым трепетом. Более 80 ветеранов, проживающих в Абхазии, стали героями проекта, первая часть которого стартовала 2 апреля. Руководитель мультимедийного хаба «Спутник Абхазия» Инна Лазба с большим сожалением отметил, что за время проведения проекта ушли из жизни 4 ветерана, успев дать свое последнее интервью, вписав их в историю. Участники пресс-конференции «Минутой молчания» почтили память ушедших. За время работы проекта корреспонденты записали более 39 часов диктофонной записи. Собрано 138 фото и видеоматериалов. Очерки и материалы опубликованы на странице сайта. Конечно, это все, что мы делаем для молодых, но и мы хотим, конечно, и обратить в первую очередь внимание на наших ветеранов. Потому что многим из них бывает сегодня очень тяжело, и уже есть какие-то результаты, коммерческие организации обращаются к нам, которые готовы поздравить ветеранов, уделить им внимание. Когда мы начинали этот проект, у нас в списке было всего 47 ветеранов, но к концу проекта перевалило за 80, то есть мы обновили все эти списки, мы делимся ими со всеми желающими, готовыми поддерживать как-то ветеранов. Начальник экспертного управления администрации президента Абхазии Иракли Хиндба отметил уникальность собранного материала. Это не просто рассказы ветеранов о войне, это история. Сегодня, когда мы наблюдаем попытки некоторых крупных стран в пылу геополитических противоречий, борьбы, переписать историю, попытаться вторгнуться в область памяти исторической, мы здесь, в Абхазии, молодое поколение Абхазии, стратегический союзник и партнер Российской Федерации, другие дружественные нам страны, говорим решительно «нет» таким попыткам. И вот то, что сегодня агентство «Спутник» показывает нам всем, каким богатством мы все еще обладаем. Перешагнуть виртуальные рамки и перейти на другой уровень – инициатива молодых дипломатов «Примит Абхазии». С этого дня на улицах города и районах нашей страны будут смонтированы баннеры с изображением фотографий ветеранов, участников проекта. В течение месяца эти баннеры будут висеть по всей стране. И каждый внук, и внучка, и сосед увидят своего героя в лицо. В прямом смысле будет возможно. Компания «Агвафон» выступила в роли информационного спонсора, предоставив медийную площадку. Безусловно, мы не могли остаться в стороне от такого начинания, от этой инициативы. И далее, когда мы видели, как эти молодые люди реализовывают проект, с каким чувством они боятся пропустить каждого ветерана, мы видели, как они понимают, к какой высокой теме они прикасаются. Вот это вот отношение, оно нас на самом деле тронуло, и мы поняли, что необходимо сделать так, чтобы этот проект увидела как можно более широкая аудитория. Среди ветеранов нет тех, кому меньше 90. На годы их юности выпали самые сложные времена истории. Ветераны высоко оценили проделанную в рамках проекта работу. Ветераны, которые еще живы, чтобы они долго-долго жили. Приятно видеть молодежь, нашу молодежь в такой работе. Просто приятно, что как они могли организоваться вот так вот. Тему подобрали, такую самую серьезную, самую ответственную и самую благодарную, как говорится. Первый баннер «Лица Победы» уже сегодня смонтирован в столице. Асида Малия, Артур Каландия, Абхазское телевидение.